Северный ветер несет в Казань. Авиакомпания «Нордвинд» открыла прямое авиасообщение со столицей Татарстана. Рейсы на комфортабельных воздушных судах «Боинг» 737-800 с компоновкой 189 пассажирских мест будут совершаться 2 раза в неделю. Подробности в материале нашего корреспондента. Если раньше жителям Якутии, желающим посетить Татарстан, приходилось добираться до него с пересадками через другие крупные города, то теперь этот маршрут стал доступнее. Первые воздушные суда авиакомпании начали возить якутян в Казань еще с конца апреля, аккурат перед долгожданными майскими праздниками. И уже сегодня сотни пассажиров оценили удобство данного направления и комфортный перелет. Полет прошел отлично. Северный ветер, я давно их знаю. Но самолеты, я должна сказать, у них в хорошем состоянии. Расстояние между креслами нормальные. Также теперь всем пассажирам доступны трансферные перелеты из Якутска в московский Шереметьево, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные воды и Махачкалу с удобной пересадкой в международном аэропорту Казани. Тем самым обеспечивается расширенный спектр туристических направлений из республики. У авиакомпании гибкая и доступная ценовая политика. Так, например, тариф Light, только ручная кладь, от 11 100 рублей. Есть тариф Optimum, ручная кладь плюс багаж от 14 300 рублей. Стоимость актуальна в настоящий момент, но может меняться в зависимости от выбираемой пассажирам даты вылета. Питание в стоимость не включено. При желании заказать еду в полет можно заранее при покупке билета или за сутки до вылета в личном кабинете на сайте. Также из доп. Услуг доступно выбор места в салоне, увеличение габаритов ручной клади, провоз дополнительного багажа. Еще Екатерина II говорила, что Казань – первый город после Москвы в России. И вот спустя 257 лет Казань доказывает, что она первая во многих направлениях, в том числе и в туризме. В чем сегодня привлекает столица Татарстана своих гостей, мы решили узнать лично. Меньше 6 часов в пути, и мы в Татарстане. Его еще называют краем 1001 удовольствия. И здесь, как говорится, действительно есть на что посмотреть. Памятники, исторические места, малые населенные пункты и культовые сооружения создают неповторимый облик республики. Я думаю, что нам нужно больше рассказывать друг о друге, потому что есть стереотипы, есть недостаток информации. И как только люди узнают больше, как только люди начнут путешествовать из нашего региона в ваш, из вашего в наш, сарафанное радио сделает свое дело. То есть то, что тебе неизвестно, ты этого боишься. Да? Как только ты это увидел, какие здесь люди, что можно посмотреть в Якутии, например, да? Ты рассказал об этом сразу всем своим друзьям и знакомым. И за счет вот таких вот туристических обменов наши народы еще больше сдружатся и больше сплотятся. Стоит отметить, что в Татарстане располагаются сразу 4 объекта ЮНЕСКО. Ну а национальная кухня и татарское гостеприимство не оставят никого равнодушным. Ну а познакомиться с ним поможет авиакомпания «Северный ветер». Петр Васильев, Григорий Охлопков, Казань, Татарстан.